Дональд Трамп предложил наказать Испанию за отказ повысить выплаты в НАТО. Например, ввести против нее торговые пошлины или вообще исключить из этого военного альянса. Продолжает набирать обороты и торговый конфликт США с Китаем. Теперь в него втянут импорт сои и растительного масла. Пекин, похоже, отступать не намерен. А вот для Трампа своеобразной красной линией может стать падение Уолл-стрит. Но сегодня на рынке падает только доллар, подкошенный голубиными комментариями главы Федрезерва США. А в Европе вышла неплохая статистика. Да и в политическом конфликте во Франции наметился явный просвет. Поэтому евро оптимистично отскочил от двухмесячного минимума и удерживался вблизи отметки – 1,165. Однако эксперты считают, что рост пары, скорее всего, останется сдержанным. Более детальный разбор рынков смотрите в обзоре на нашем канале.